Руководители органов власти на местах должны обеспечить оперативное устранение последствий метели на территориях. Такую задачу поставил вице-премьер правительства Коми Константин Лазарев. Жилищно-коммунальные службы третьи сутки работают в усиленном режиме. Подключиться к работе рекомендовано управляющим компаниям и службе Стройжилтехнадзора. Напомним, накануне регион попал под влияние активного атлантического циклона. Он сопровождался усилением ветра, порывами до 29 метров в секунду и ухудшением видимости до 200. Это негативно сказалось прежде всего на дорожной обстановке. Дни отметились сразу несколькими громкими ДТП. В пятницу вечером на 13-м километре объездной дороги в аварии пострадал руководитель администрации Эжминского района Александр Калинин. Медики диагностировали у муниципального руководителя перелом ребер, однако от госпитализации тот отказался. Как сообщается, в данной ситуации он был не водителем, а пассажиром. Mitsubishi Pajero управлял один из руководителей Сыктывкарской мэрии. По его вине пострадал общественник Роман Литвин, который, по иронии судьбы, сам курирует в региональном народном фронте проект «Карта убитых дорог». Сейчас он в реанимации, но в сознании, отметили в Минздраве. Водитель 81-го года рождения, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero, двигался по автодороге обход города Сыктывкара со стороны Эжминского района в направлении города Сыктывкара. На 13-м километре водитель автомашины Mitsubishi Pajero не справился с управлением своей автомашины, в результате чего совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Audi A6. Другое ДТП тройное попало в объектив камеры видеорегистратора. Все произошло в субботу на трассе Вятка. При обгоне больше груза не справилась с управлением женщина-водитель Chevy Tiggo, после чего с ней столкнулся Volkswagen Jetta, который в свою очередь зацепил Mercedes-Benz. Трое пострадавших госпитализированы. А в воскресенье резонансное ДТП случилось в центре столицы. Водитель Nissan совершил наезд на 3-летнюю девочку, в результате чего та от полученных травм погибла. Как пояснили в ГИБДД, изначально она находилась в санках, однако возле пешеходного перехода ребенок внезапно вскочил и выбежал на проезжую часть. Водитель, девушка 79-го года рождения, управляя автомашиной Nissan, двигаясь по улице Морозова со стороны улицы Коммунистического направления улицы Станционной, проезжая перекресток улиц Морозова-Димитрова на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершила наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. Прибывшими сотрудниками госавтоинспекции было установлено, что ребенок был в сопровождении мамы. Отметим, сразу после этого ДТП брустверы, из-за которых водитель не заметил ребенка, исчезли. Таким образом, основное количество дорожных инцидентов, что характерно, связано с тем, что не везде спецтехника справлялась с мощными снегопадами.